Произошедшее на участке дороги в Гагарском районе можно назвать форс-мажорными обстоятельствами, поскольку на определенный период можно сказать, что движение на республиканской трассе было приостановлено, поскольку машины выстроились в огромную очередь, создалась пробка, и это создавало определенные неудобства, и был вопрос, связанный с тем, чтобы прекратить движение. Однако службы МЧС, местные жители и коммунальщики Гагарского района смогли справиться с задачей. Они расчистили те участки полотна, на которых была сель. На данный момент ситуация намного улучшилась. Мы видим, что трасса фактически пустая, машины проезжают спокойно, без преград. И в ближайшее время сюда должен подъехать президент, который осмотрит места происшествия. Песок, камни и булыжники засыпали участок дороги частично от 20 до 23 километра. Пробки на республиканской трассе с утра начинались с эстакады, что напротив ресторана «Гагрыбш». Патрульные ГАИ по всему периметру регулировали движение. Пострадавших участков и объектов несколько. Одно из них – общежитие персонала одной из местных гостиниц. Президент республики Аслан Бжаня приехал на место происшествия, чтобы лично осмотреть, получить информацию и дать поручение по ликвидации последствий стихии. Здесь может обрушиться. Ух ты! А что здесь было раньше? Здесь вот так было, и было, нет, что ли? метра 3 было. Да, Скажите, а эта конструкция что у вас? Это блоки или это легковозводимая конструкция? Нет, это бетонный каркас. Этот объект стоит на территории ущелья. Основное здание гостиницы «Далокрен». Чудом обошлось без жертв. Сейчас снимаешь? Сейчас мы находимся на проселочной дороге. Машины курсируют от дома, в котором находились туристы, и их эвакуируют, вывозят из этого места. Сейчас мы туда направляемся. Это видео мы записали за несколько часов до приезда президента. Представители местного городского собрания и администрации эвакуировали пострадавших с тем малым, что осталось из вещей. Отвезли в гостиницу. Это мы туристов, которые пострадали, чьи паспорта уплыли, мы сейчас везем в гостиницу, размещаем. Там гостиница с трехразовым питанием. Сейчас их, в общем, согреем, обустроим, прикупим одежду. А где они до этого жили? Тут? Они жили немножко ниже. Сейчас вы туда спуститесь, увидите домовладение, которое подмыло, засыпало. Его не смыло, его засыпало. То, что происходило в этих местах в раннее утро, трудно вообразить. Все, что сейчас засыпано грудой камней, раньше было жилой площадью. Дома, машины, сады, огороды, подсобные помещения – все покрыто селью. Мы видим, что груда камней на уровне фактически подоконника, наверное, где-то около 1 метра высотой. Мы видим, что фактически всю территорию засыпало селью, и здесь ничего не осталось от самой территории дома, двор, постройки, огороды, деревья, виноград. У вас электричество не пострадало? Отключили вовремя. Вовремя. А кто отключил? Кто отреагировал? Я Вы лично сами? отключал сам. У нас высоковольтка Да. своя. Вот, смотри. Сейчас здесь все затоплено, и диваны принесло течением, или как это произошло? Селевый поток, все диваны, кресла, на котором вы тоже стоите, тоже, да. Тут у вас была кухня. Была. Была кухня. Техника, правда, осталась, неизвестно, что с ней. С техники практически не осталось. Она была. А там что у вас? Санузлы, 2 туалета, душевые. Стиральная машина. В каком плачевном состоянии, мы друг друга тоже понимаем. Уровень воды, который пришел в этот раз, вот он. Мы все видим. Сели раньше бывали, это вот... Селевые потоки, они присутствовали, но не настолько высокие были. Да, да. Вот ваша Чуть-чуть они были, такого страшного, глобального, который на данный момент видим мы, это первый раз, это трагедия. Да. Это трагедия.
Хозяйка этого дома проснулась от плача дочери, которая испугалась шума. Она сразу бросилась звонить в МЧС. Разбудила всех, кто был в доме. 2 машины, стоящие во дворе, послужили своего рода преградой. Иначе с уверенностью можно сказать, что были бы жертвы. Но было раньше селеотведение. Это вообще селеопасный участок. Сель идет каждый год в июне месяце. Но у сели был путь, не было преграждения пути. Ну и не такая, конечно, сель раньше шла, чуть поменьше были сели, но тем не менее они были. В 2005 году была очень большая сель. постройку там сделали? Там просто насыпали подушку, он хотел делать дорогу туда наверх. Просто была насыпана подушка. И подушка это, поймите, преградой. То есть вот она преграда. Во-первых, он когда строился, уже сузил ущелье, потому что раньше ущелье шло, сель шла полностью в ущелье. А когда он начал строиться, он уже сделал бутылочное горлышко, то есть сель уже, ей некуда сходить. Да. Потом насыпана была подушка. И, соответственно, эта подушка повлияла, то есть так бы, если бы сель бы шла, не было бы этой подушки, сель бы сходила просто по дороге, пострадала бы дорога, пострадало бы все, но не пострадали бы близлежащие дома, понимаете? А так оно получилось преградой, оно все хлынуло волной. От этого места до железной дороги рукой подать. Мы спустились вниз по склону и уже через минуту были на железнодорожных путях. По предварительным данным, на полотно высыпалось более 1500 кубов каменистого грунта. Президент лично осмотрел пострадавший участок, поговорил с домовладельцами, чьи дома были повреждены. Затем спустился к железнодорожному полотну. Генеральный директор АЖД РСО Читанава рассказал о том, что Минтуризма и Абхазская национальная туристическая фирма организовали перевозку пассажиров поездов, чье движение остановлено до места назначения. Что касается устранения последствий непогоды, то уже намечена схема работы. Сейчас надо все возможности финансовые бросить на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на железнодорожном участке. Мы уже связались с Северо-Кавказской железной дорогой, то есть оттуда заедет восстановительный поезд со всей нужной техникой нам, с людьми, по контактной сети, по путевому хозяйству. То есть они сегодня приедут и сразу же мы приступаем к работе. То есть мы в сроки в 2-3 дня хотим уже дорогу открыть. Правильно. К выходным дорога должна функционировать. Да. В дальнейшем будем заниматься ликвидацией происшествия. Будем сообща работать, и я думаю, что поставленные задачи мы справимся. Хорошо. В течение 3 суток. Мы сегодня говорили, обсуждали, что нужны там физические люди, все оговорено. Будем помогать, поддерживать и будем работать. Силами национальной туристической компании было вывезено более 300 человек. Это 4 автобуса и 5 маршрутов. Сегодня в обратную сторону также будут вывезены наши гости, около 450. Президент дал указание докладывать лично ему информацию о проводимых работах. Особое внимание уделил вопросу помощи пострадавшим. На нашей практике еще не было такого случая, чтобы государство не помогло пострадавшим. И в прошлом году были такие случаи. Около 300 миллионов рублей было выделено тем, кто пострадал в результате чрезвычайных ситуаций. Но возникает вопрос законности построек жилых домов в этом ущелье, которое расположено в стратегически значимом месте, в непосредственной близости от моста и железной дороги. На наш вопрос о том, какие меры планируется предпринять для выяснения этих обстоятельств, президент ответил так. Я дал указания, компетентные органы будут все это изучать. Если есть нарушения, мы об этом будем знать. И впоследствии такие нарушения не будут допущены. Лица, которые допустили такого рода нарушения, будут выявлены. Осматривая места, пострадавшие от схода силы, возникает ощущение, насколько сильна природа и насколько бессилен человек. Жизнь людей висела на волоске, и то, что они выжили, можно назвать чудом. Туристка Анна Третьяк до сих пор не может успокоиться после вчерашнего. Рассказывает, что в какой-то момент думала о том, как лучше умереть. Очень сильного шума, я открыла глаза, и на моих глазах вынесла стену полностью. Я спала с маленьким ребенком, я скочила с кровати. Потом смотрю, поток все больше, 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 и вода поднимается, и я думаю... сначала у меня мысли первые были, когда стена рухнула, я понимала, что в соседней комнате у нас дети, и я была уверена, что детей уже унесло, честно говоря. Я держала маленького ребенка на руках, и мне мысли были хотя бы спасти одного, младшего. Когда я понимаю, что я не могу выбраться, я не знаю, там внизу овраг, здесь заблокированная дверь, нет стены, ни первой, ни второй, то есть мы, получается, коробка без 2 стен. Мы стоим возле одной стены,
а вода прибывает, и я думаю, либо сейчас, или дождаться, когда все это закончится, а я понимаю, что смотрю вдаль и вижу, что уже камнями засыпало место, где аж сильно поток воды шел, и я понимаю, что теперь вода пойдет в нашу сторону. А на стенке было всего лишь 2 крючка, моя рубашка и старшего ребенка штаны. Я сделала веревку из них, обвязала ребенка. И, ну, у меня было, я думаю, как бы, ну, нельзя так говорить, конечно, но я думаю, как лучше умереть. Либо захлебнуться с этой жижей, как ребенку было бы легче умереть, либо от удара камня, я даже не знала. А потом я начала. Также я привязала ребенка, начала медленно подходить к краю и увидела этого мужчину. Просто он повторно спустился, он, видимо, нас искал. Он нас искал, и я ему крикнула, он меня не услышал, я долго кричала, потом обернулся, он принес балку, он перекинул балку, я балку эту схватила, мы по балке спустились на другой конец, потом еще 2 балки он перекинул, и мы уже в лес и тоже вышли выше. А когда вернулись в комнату, где были все остальные, кроме нас, с младшим, с моим ребенком, они стояли, держали за руки, стояли, молились. Сейчас туристы в безопасности. В гостинице «Сан-Палас» их приютили и накормили бесплатно. Правительство республики выделило 3 пострадавшим семьям по 100 тысяч рублей. Из вещей почти ничего не осталось. Местные жители, зная о беде гостей, помогают как могут. Вот, к примеру, передают вещи. Что касается документов, консульство позаботилось о том, чтобы необходимые документы для выезда из республики были готовы к сроку. Говорить о материальном ущербе пока невозможно, предстоит подсчитать. Но одно можно сказать с уверенностью: чтобы устранить последствия, понадобится большая сумма. По финансам вот сколько обойдется, чтобы устранить? Много, я думаю, немало. Нет, пока нет таких. Это еще нужно оценить ущерб и так далее. Но это будет в любом случае для нас чувствительная сумма для государства. Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш также отметил, что потерявшим жилье будет оказана помощь. Предполагается, что дома жителей ущелья Чагрыбщ будут расчищены от сели. Говорить с уверенностью о том, что сход сели вызван лишь сильным дождем, не приходится. Есть версия, что это могут быть и последствия смерча. Выброс воды в горах мог спровоцировать такой объемный поток, ведь в ущелье нет реки. Но этот вопрос еще предстоит изучить. Асида Малия, Рамо Камки, Абхазское телевидение.